На прошлом уроке мы говорили о множественном числе. Сегодня мы продолжим разговор об аффиксах лар, лер. Мы с вами уже знаем, что эти аффиксы имеют абсолютно одинаковые значения. Разница только в мягком и твердом произношении. Если быть конкретнее, то аффикс лар присоединяется только к твердым словам. Например, кала, калалар, города, кар, карлар, снега, ай, айлар, месяцы, тау, таулар, горы. Если вы были внимательны, то, наверное, заметили, что последний звук корня, к которому присоединяется аффикс лар, должен быть или гласным, или обязательно согласными р и у. Мягкий аффикс лер присоединяется только к мягким словам. Например, көше, көшелер, улицы, өр, өрлер, подъемы, и, үйлер, дома. И в этих словах последними звуками должны быть либо гласные, либо обязательно согласные р и у. Итак, мы с вами уже знаем, что созвучие звуков в основном слове и в аффиксах является проявлением закона сингармонизма. На следующих уроках мы поговорим о других аффиксах. На сегодня все. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме? Предыдущие два урока были посвящены аффиксам, участвующим в образовании множественного числа. Сегодня речь пойдет об окончаниях дар, дер. Твердые. Акын, акындар, поэты. Ан, аңдар, звери. Сан, сандар, числа. И мягкие. Күн, күндер, дни. Ель, ельдер, страны. Өн, өндер, голоса. При образовании множественного числа при помощи аффиксов дар, дер корень слова должен оканчиваться на согласные, которые являются сонорными. М, н, н, л. И в свою очередь мягкость или твердость корня основы влияют на мягкость или твердость присоединяемого аффикса. Думаю, несложно будет усвоить правила образования множественного числа в казахском языке, если постоянно помнить о законе гармонии гласных. Но, как известно, из любого правила есть исключение. Об этом мы поговорим на следующем уроке. На сегодня все. Сау болыңыз!